Волонтеры Хангаласского улуса активно присоединились к всероссийской акции «Мы вместе». Акция стартовала в конце марта в связи с пандемией коронавируса и направлена на оказание помощи пожилым, маломобильным, а также находящимся на принудительной самоизоляции гражданам. Волонтеры покупают и доставляют им продукты, лекарства, помогают в решении бытовых проблем и так далее. Репортаж о деятельности хангаласских волонтеров смотрите прямо сейчас. Мы начали свою работу в Хангаласском улусе с 24 марта 2020 года. На сегодняшний день волонтеры, оказывающие помощь пожилым гражданам и маломобильным, есть в каждом поселении Хангаласского улуса, во всех 18 муниципальных образованиях. 89 человек. Самое большое количество волонтеров в самых крупных, соответственно, образованиях – это город Покровск и поселок Мухсолло. На данное время нас 16 человек, и сейчас более-менее успеваем все заявки принимать и обрабатывать. И насчет профессий волонтеров, да, все с самых разных отраслей. Например, есть муниципальные служащие, есть учителя, есть медики, и Федерация хангаласского бокса тоже к нам присоединились. Возраст от 20 до 35 лет. Алло, здравствуйте. Это звонит к вам волонтер. Вы подавали заявку? Да, Анастасия Петровна. Ага. Что вы хотели заказать? В день обычно по 4-5 заявок поступает. И стараемся все это в ближайшие сроки обрабатывать, все заявки. Пожилые люди оставляют заявки по единому колл-центру, и с этого единого колл-центра нам отправляют заявку. Или есть у нас свой колл-центр в Покровске, они туда звонят, и просто так внутри себя решаем эти вопросы. Нам поступила заявка на адрес Орджоникидзе 22. Дима, давай поехали в магазин «Эргиз» и закупимся продуктами. Поехали. Поехали. Ну, как хочется поддержать пожилых нашего города, маломобильных людей нашего города, да? И сейчас в данной ситуации им очень, они в самом риске находятся. И им даже на улицу выходить нельзя. Ну, а мне сходить в магазин, купить продукты, забежать в аптеку и доставить все до адреса мне несложно. Вот, наконец-то нашли то, что мы искали. Да, мы прямо в 3 магазина объездили.
Но бывают такие случаи, что трудно найти то, что заказали, но все равно мы нашли. Обычно меньше 1000 рублей заказывают продукты, но самое дорогое они заказывали вот на 1500 рублей. Больше вот не заказывают. А что именно там? Овощи, фрукты? Да, в основном овощи и фрукты, и вот с аптеки тоже бывают, кстати, заказы. Берем из аптеки рецепты, которые уже там приготовили фармацевт, и все. Ну и продукты: хлеб, молоко. Ну, это получается все как бы на чистом, на голом энтузиазме, то есть за бензин вам никто не возмещает, да? Вот мы выходили на главу города Покровска, просили бензин, и он нам выделил тоже бензин. Вот. А выделяет сколько примерно литров? Вот, у нас 3 машины. частные. Личные, Вот, да? Да, личные. И на машину он выделил по 20 литров. Всем волонтерам выдаются многоразовые маски, также антисептики. И вот недавно получили макеты бейджей для волонтеров. Мы сейчас приняли заявку с адреса Орджоникидзе 22. Это Анастасия Петровна Стрельгина. Она у нас уже второй раз подает заявку. И она очень довольна тем, что она, не выходя из дома, может получить продукты. Сегодня она что заказала? Сегодня она заказала яблоки, килограмм, йогурт, продукции Хангалас Ас, мука 2 килограмма и варенье Моньон. Которую вы долго искали, да? Которое мы долго искали. Она одна живет, да, или как у нее? Да, она одинокая бабушка, ветеран тыла. И мы когда-то, уже не раз оказываем ей помощь, из-за этого мы ее уже знаем. А она как деньги передает то есть переводом, или она вот так как-то отдельно? После того, как мы доставили продукты, она наличку выносит смотря чеки, считает, сколько должна, и ложит на пакет. И вы потом подходите, забираете его. После того, как она заходит в дом, мы подходим и забираем. Ну, то есть, получается, все ваши покупки производятся, оплачиваются после, да? То есть, после того, как вы купили, то есть, изначально вы свои деньги, да? Да, потому что неизвестно, сколько стоят продукты и так далее, да? И мы за свои деньги покупаем. Первый подъезд. При передаче продуктов или медикаментов нуждающимся гражданам категорически запрещен прямой контакт. То есть они должны, скажем так, оставить продукты, пакет с продуктами или медикаментами, получается, у двери и не вступать, скажем так, ни в коем случае не обниматься, не входить в дом, не рукопожатий, скажем, просто и должны быть, само собой, на них должны быть средства защиты, то есть маски. Они должны перед тем, как передать, продукты, обработать руки. Здравствуйте. Здорово. Вот доставили продукты, то, что вы просили. Продукты. Ага. Возьмите, пожалуйста. Ага. И когда видишь улыбки добрых бабушек, дедушек, и понимаешь в тот момент, что это все не зря делается. Поэтому я помогаю. Не хотелось бы оставаться в стороне в такие времена. Всегда надо друг о друге заботиться, поддерживать наших старших. Анастасия Петровна, в следующий раз обязательно маску одевайте. Обязательно, где девники на стол говорят. Хорошо. Он кирки полудианавта.
2 булки хлеба и десяток яиц, ага. Сгущенка по 118. Все хорошо. Все. Ага, да, на этот номер. А сколько волонтеров у вас в поселке? Кто они вообще по профессии, статусу, возрасту, да? 10 основных и 15, ну, на запасе. Если очень много будет заявок или если что-то пойдет не так, то, конечно, они нам тоже помогут. В основном все это рабочая молодежь. То есть они работают на своих предприятиях. Ну, у нас одно на цемзаводе, там, либо в школе, либо в больнице. Больше всего заявок в понедельник, в среду и в пятницу. Сейчас мы куда поехали, что заказали? Внимание. Сейчас поступила заявка, надо 2 булки хлеба, яйца и сгущенку. Это люди, которые находятся на самоизоляции. Они у вас уже заказывали или это первый? Нет, это первый заказ от них. Ну, как правильно, заявка, заказ, заявка, наверное, да? Да, заявка, скорее всего. Наверное, не заказ. В основном нам заявки поступают с социального общежития. То есть люди, которые сейчас находятся на изоляции, на полной, то есть они вообще не выходят на улицу. Там как часто они заказывают? Ну, 2-3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. Ну вот еще сегодня поступили заявки. Там за раз сколько заявок бывает? Ну, сколько человек? Ну, там вообще, говорят, проживает 55 человек, сказали нам. Ну, около 55. Ну, заявок по 10, по 15 за раз. Здравствуйте. Здравствуйте. 7 человек заказали 7, да? здесь. Ага. Ага, все хорошо. Всего доброго вам. Ага. Ага, Давайте добрый будем день. ждать. Ага. Все, вот, на каждого. Вот Каждый заявки, свои да, от заявки каждого, оформляет да. в таком виде. Да, в пакете вот. Вот И, так. и сразу деньги. Да. Вот, так. Допустим, вот покажите, там, да, Ну, например, вот пакет. Они в пакет кладут список и деньги. Берем, покупаем. точную сумму, да? Да. Ну, с запасом, скорее всего. Ну, сдачу все вернем. И вот Всё в таких нормально будет. собственных пакетах вы доставляете продукты. Да. Угу. Еще можете показать какой-нибудь? Да, конечно, вот. Давайте держи. Например, вот сумочка. Вот. Тоже список, деньги. Что там написано? Газета. И все, что ли? Да. Одна газета. То есть такие курьезные ситуации бывают. Ну да. У нас здесь есть совет ветеранов, и они, когда хотят поздравить своих бабушек, там, дедушек, они передают нам, ну, мы приходим к ним,
берем открытку, там сертификат и уносим, да, доставляем имениннику. А есть у них какие-то специфические требования? Ну, не требования, а просьбы, вот, например, по заявке, да? Ну да, например, газету там привезти или землю А что это было? для рассады. Для рассады? Да. Ага. Тоже такие бывают заявки. Но в основном все рады, очень рады, спасибо, благодарности желают. Дорогие волонтеры, я очень благодарна вам за обслуживание социального общежития. Я благодарю вас за хорошие поступки, за хорошие продукты, за доставку продукты лекарственные. Поблагодарить волонтеров за их рискованный труд. Им за это спасибо. Спасибо, волонтеры. Вам большое спасибо. Дорогие наши волонтеры, большое вам спасибо, что вы нам помогаете. Я очень благодарна, потому что нас никуда не пускаете, и нам очень тяжело ходить, очень скользко. Большое вам спасибо и долгих вам лет жизни и здоровья. На сегодняшний день волонтерами Улуса обработано 232 заявки, и эта цифра растет изо дня в день. Стать волонтером акции «Мы вместе» просто. Во-первых, определиться, подходите ли вы под требуемые критерии. Возраст от 18 до 50 лет, хорошее самочувствие, без признаков ОРВИ и высокой температуры, а также без хронических заболеваний дыхательной системы. Во-вторых, если вы отвечаете критериям, подаете заявку на сайте мывместе2020.рф и ждете ее одобрения в течение суток. Помимо этого, если у вас юридическое или психологическое образование, вы можете стать онлайн-волонтером, давать консультации или просто поддерживать в это непростое время своих земляков.